Доброе утро, наши дорогие телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня у нас уже четверг. Я надеюсь, настроение у вас отличное, боевое. Да. Ну что же, давайте расскажем, какие же у нас сегодня памятные даты. Итак, 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Или в более привычном русском варианте День белого медведя. Полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды минус 45 градусов и даже ниже. Тепло сохраняется благодаря двум слоям меха и толстому слою подкожного жира. Кроме того, благодаря небольшим размерам ушей и хвоста также предотвращается потеря тепла. Можно даже сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева организма, когда бегут за добычей. Обычно взрослые особи полярных медведей весят от 350 до 550 килограммов, но бывали случаи, когда попадались особи весом в тонну. Обычно самки весят от 150 до 300, изящные девушки. Ну и День полярного медведя призван напомнить нам, что загрязнение окружающей среды, разливы нефти и таяние льдов могут привести к исчезновению этих уникальных животных. Ежегодно 27 февраля в России отмечается День сил специальных операций. Силы специальных операций – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России при необходимости с применением военной силы, как внутри страны, так и снаружи, как в мирное время, так и в военное. Личный состав ССО формирует исключительно из военнослужащих, подходящих в службу по контракту. Ну и в далеком уже 1997 году эмбриолог и генетик из Рослиновского института Ян Вилмут объявил об успешном клонировании овечки Долли. Она стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования. А меньше чем через год, 12 января 1998 года, в Париже 19 стран подписали протокол о запрете клонирования человека. Но тем не менее работы в области генной инженерии продолжаются. Так, в конце декабря 2019 года китайского биолога Хэ Цзянькуя приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафов $430 тысяч по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Вот такие суммы серьезные, да? Да, и такие серьезные результаты генной инженерии. Ну что ж, мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8914 279 22 62. По этому номеру вы можете поздравить своих друзей, родственников и близких, в общем, с какой-либо знаменательной датой. Или просто поделиться своими новостями с нами. Угу. Что ж, далее узнаем, какая погода ждет нас сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 12, минус 21, днем минус 7, минус 13. В Заречных минус 15, минус 28, днем минус 9, минус 19. В Южных минус 15, минус 18, днем минус 9 градусов. В Вилюйских Улусах минус 15, минус 18, днем минус 7, минус 12. В Нижнеленских минус 22, минус 23, днем минус 15, минус 18. В Западных минус 11, минус 15, днем минус 6, минус 8, ну просто аж сказка какая-то. В Колымо-Индигирских Улусах минус 13, минус 30, а днем минус 13, минус 24. В Янских минус 15, минус 20, днем минус 11, минус 15. На северо-западе минус 13, минус 21, днем минус 11, минус 17. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 15 градусов. Идет снег. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 9, минус 11 градусов. Холодно. Вот такая прямо чарующая погода, друзья. Всем на улицу, всем гулять, даже если вы работаете до 6, обязательно пешочком до дома. Надо подышать. Ну а мы переходим к нашим первым гостям. Имя Ксенофонта Дмитриевича Уткина известно не только в Якутии, но и во всем мире, по всей России. Сегодня мы поговорим о его великой фигуре с Кёне Гагариной, кандидата педагогических наук, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия в области науки и техники, а также с Анной Тумановой, директором Нюргинского музея дружбы народов имени Уткина. Доброе утро. Да, доброе утро. Как настроение? Сегодня отличное настроение. Да. Ну, вы являетесь последователями, так скажем, да, Уткина. Расскажите про его фигуру, про его вклад, про его работы.
Доброе утро еще раз. Да, действительно, мы являемся учениками и последователями. И если вкратце отметить, да, ключевые аспекты момента, то Ксенофонт Дмитриевич Уткин на сегодняшний день действительно является одним из духовных лидеров современности, можно сказать, да, видным общественным деятелем, крупным ученым. Ну и, конечно же, выдающимся деятелем культуры, потому что он единственный и первый из работников сферы культуры является доктором наук, то есть достиг такой высоты, получил международное признание своих трудов научных. Автором более 70 книг, в том числе 20 монографических изданий. Одним из первых изучил историю черной металлургии якутов. Такой работы именно в истории изучения черной металлургии до сих пор нету. Ну и, конечно же, докторская работа – это социальная философия, тема проблемы человека в социокультурной системе народа Саха. У него своя концепция самовыбора, как рациональная парадигма Севера. Да? Также на сегодняшний день является единственной работой. Это что касается его научных трудов, работ и так далее. Что касается вклада в культуру, образование, это, конечно же, целая эпоха, можно сказать. Более 60 лет он своей жизни посвятил именно культуре, образованию, воспитанию. И на протяжении более 40 лет он занимался музейной деятельностью, педагогикой. И вот у нас очень много по этой теме... Анна может рассказать. Да, конечно. Давайте. У истоков 3 музеев он стоял, получается, да? Ну, я как директор Нюрбинского музея дружбы народов, который с 2011 года носит его имя, хочу сказать, что он организатор, основатель Нюрбинского музея. И очень много сил приложил, и до конца дней он не прерывал связи с нами. И всегда своими советами, своей поддержкой нам помогал. И нужно сказать, что этот год для нас замечателен еще тем, что в первую очередь, конечно, это 85-летие Ксенофонта Дмитриевича Уткина, еще и тем, что наконец-то, после 45 лет существования нашего музея, в 2019 году мы переехали в каменное здание. И вот уже буквально через месяц-два после большой реконструкции откроются новые экспозиции музея. И в этом, конечно, нам очень большую поддержку оказал глава района Алексей Михайлович Иннокентьев, депутаты района. Вот нигде в Якутии пока такого нет, чтобы было оказано такое внимание, такая огромная поддержка музеям. Поэтому мы очень рады этому. И, конечно, это дает новое дыхание нам, потому что в свое время Музей дружбы народов был 4-м в Советском Союзе музеем такого профиля, после музеев города Тбилиси, Кишинева и Ташкента. И поэтому мы думаем, что уже с открытием новых экспозиций мы уже обретем былую славу нашего музея, которая была ему присуща во времена, когда руководил им наш Ксенофонт Дмитриевич Уткин, конечно. Вот. Ну, я бы хотела еще Да. добавить на счет 2 музеев. Да? В 90-м году он вместе с Хомус Уйбан создал первый международный сейчас, да, центр органной музыки. Сейчас тоже Хомус музея признан на международном уровне, да, сообществе. И второй музей, 3-й по счету, получается, также единственный в России, это тоже признано, музей меценатства. В 2000 году мы вместе с учениками создавали буквально, да, прямо со всеми последователями этот музей и центр духовности Тулага. И действительно, учитывая, что это инициатор, создатель, один человек в одном лице, даже министерство, организации, это не под силу, можно сказать. А у него получилось, Да. да? Да, и ну что ж, какие юбилейные мероприятия намечаются вот в эти дни? И идут уже, возможно. Да, идут по Я всей здесь, республике. Да. И я хочу здесь сказать, что в Нюрбинском районе мероприятия начались еще с начала февраля. Это с открытием у нас в музее
большой выставки, посвященной якутским религиозным верованиям и традициям, изучением которых именно занимался Ксенофонт Дмитриевич Уткин. Выставка эта работает у нас до сих пор. И, конечно, такие мероприятия юбилейные будут проводиться у нас в течение года. И кульминацией, думаем, будет открытие новых экспозиций музея. А у нас в городе, в Далее, Якутске? Да, в Якутске также создана рабочая комиссия по инициативе заместителя председателя Ильтюмен Антонины Афанасьевны Григорьевой. И сегодня, в 11 часов будет передача личного фонда профессора Уткина в Национальный архив. Также завтра состоится Всероссийская научная практическая конференция «Уткинские чтения». Это на базе университета Института языка и культуры. И с международным участием. Также у нас параллельно проводится несколько выставок. Это музей Хамуса, краеведческий музей Ярославского, научная библиотека сельхозакадемии. Также круглые столы проводятся. То есть 2 марта итогом всех юбилейных мероприятий будет вечер-концерт в ДК Кулаковского в 6 часов вечера. Мы всех приглашаем, земляков, гостей, жителей нашей республики принять активное участие, поскольку, опять же, этот вечер, он будет необычный. Он является также поэтом, и на его стихи переложены 50 песен, которые стали как бы народными. Да, уже. и вот около субуллар субу, они прозвучат со сцены. Ну что ж, большое спасибо, что пришли, рассказали Спасибо нашим телезрителям. Действительно талантливый человек, талантлив во всем. И я надеюсь, что ближайшие дни у вас будут и насыщенными, и волнительными, и полные гостей и встреч. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. Программа «Новый день» запускает новую рубрику «Пенсионный фонд России». В ней мы будем рассказывать и отвечать на самые популярные вопросы касаемо пенсионного фонда. Давайте посмотрим. Что такое система межведомственного электронного взаимодействия и каковы основные задачи? Федеральным, региональным органам местного самоуправления обмениваться информацией и данными, необходимыми для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В соответствии с 210 федеральным законом органы, предоставляющие услуги, не вправе запрашивать от граждан предоставление документов и информацию, которые есть в распоряжении государственных и муниципальных органов. Исходя из этого, отпадает необходимость обращения граждан в территориальные органы пенсионного фонда за справками и за выписками. Основными преимуществами электронного межведомственного взаимодействия является экономия времени граждан, а также упрощение получения государственных и муниципальных услуг. Местных инициатив была разработана экспертами Всемирного банка по заказу правительства Российской Федерации в 2005-2006 году и пропилотирована в 2007 году в Ставропольском крае. Что такое? Давайте узнаем в следующем сюжете. Живя в городе или селе, ты хочешь, чтобы твое место проживания цвело и развивалось. С тяжестью на душе порой можно наблюдать упадок инфраструктуры. И согласитесь, у каждого в голове хотя бы раз была идея как-то ее улучшить. Не так давно из республиканского и местного бюджета стали выделяться суммы на реализацию программы поддержки местных инициатив. И на примере Вилюйского района узнаем, что это за программа. 2019 год был очень насыщенным по работам по благоустройству, по облагораживанию территорий, по строительству объектов. И в связи с тем, что у нас был годом поддержки местных инициатив, администрации района были выделены финансовые средства по облагораживанию территорий, по работам по благоустройству, по финансовые средства в размере 1 миллиона рублей по всем муниципальным образованиям района. В 2019 году с Вилюйского района было подано заявок из 17 муниципальных образований. Так, из средств государственного бюджета субсидию мы получили более 18,5 миллионов рублей. В 2020 году всеми муниципальными образованиями района подана заявка в программу поддержки местных инициатив Республики Саха-Якутия по выделению субсидий
из государственного бюджета Республики Саха-Якутия по 24 проектам общей стоимостью более 48 миллионов рублей. Когда ты видишь, что окружающий мир становится лучше, комфортнее, появляются новые знаковые и нужные места, да и просто даже приятно прогуляться, это благотворно влияет на уровень жизни. Откуда же появилась идея такой замечательной программы? В 2014 году делегация Вилюйского вуза посетила Республику Татарстан, Арский муниципальный район и вот по обмену опытом. В составе делегации были главы муниципальных образований, руководители администрации района. И вот во время встречи с Советом муниципальных образований Республики Татарстан они нам рассказали очень хороший свой опыт именно самообложения граждан. И все это нам очень понравилось. И буквально с 2018 года мы сделали нормативные акты и в 2019 году включили в свой бюджет именно программу поддержки местных инициатив. Каждый муниципальный район, он делает свой проект именно с участием населения, собирает население, и во время собрания они коллективно решают именно какой проект будет выдвинут на рассмотрение улусной комиссии. И, соответственно, по решению собрания населения по протоколу улусная комиссия решает, утверждает эти целевые мероприятия. Жителям Вилюйского района благодаря работе местного управления стало жить лучше, чем, как говорится, вчера. И этот опыт открытого диалога с населением говорит о том, что от каждого жителя зависит уровень процветания его места жительства. Максим Гоголев, «Новый день», Вилюйск. Каждый должен заниматься тем, к чему лежит сердце и душа, ведь только тогда наша деятельность обретает особый смысл и величие. Особенно это верно в отношении людей, работающих в сфере культуры, ведь погружаясь в их творческий мир, мы ощущаем красоту и волшебство. Мечта моего детства, и я сейчас нахожусь в мастерской настоящего художника. И сейчас мы поговорим с Ириной Микумяновой, с очень уважаемым художником нашей республики. Но искусство для меня это не только работа, но и жизнь. С самого раннего детства я занялась творчеством. Меня вдохновляют очень писаницы, которые в Якутии, потому что долгое время я работала в Институте проблем малочисленных народов Севера, занималась искусством народным. Потом я работала в музее этнографии при Госуниверситете, делала там диорамы. Вот эти вот замечательные двухметровые лоси, которых можно увидеть на Кулаковского 48, посмотреть, там они до сих пор стоят, и уже 20 лет. Представляете? Невероятно. Поэтому вот для меня вдохновителями были вот именно эти художники, наскальные росписи. Мы стоим перед моей картиной 2000 года. Это философский пейзаж такой, морской. Вот я в этом году была во Владивостоке опять, и там опять были вот такие вот туманы. А это кусочек ракушки, который вот перед глазами у вас. Для начинающих художников, эта картина является сложной, скажем так. На что нужно обратить молодому художнику? Нужно для того, чтобы стать художником и замечать какие-то детали, которые просто простой человек, возможно, не увидит. Но я думаю, что молодым художникам надо сначала изучить азы, потому что, вот я говорю, есть школа фигурного катания сначала, да, мы изучаем какие-то азы, а уже потом высший пилотаж и вольная программа. Ирина, скажите, а что важнее, природный талант или вот именно наработка умения? Я думаю, что и то, и другое очень важно. Раньше нам говорили, что 90% труда, 95%, наверное, даже, и там, чуть-чуть совсем таланта нужно. Но, как правило, это сосуды сообщающиеся, потому что если не хватает таланта, то человек может взять трудом и наоборот. И вот у нас в руках последние работы Ирины, и мы бы хотели показать и вообще поговорить о них. На что нужно обратить внимание?
Ну, здесь сам сюжет, лошадь это символ, тотемное животное наше. И здесь вот посмотрите, они совсем разные все. Казалось бы, сделано очень быстро, но очень хорошая декоративная функция у этих работ. Много ли секретов хранят ваши картины? Ну, я думаю, да, потому что если нет загадки, если нет тайны, то это не очень интересно. А так, каждый из... Не то что секреты, энергию. Каждая работа, она таит в себе какую-то энергию, которую можно, как вот батарейку, взять и использовать. Только в отличие от батареек, она вечна. Потому что, когда делаешь работу, всегда вкладываешь в нее какую-то толику энергии, которую зритель потом может получить. И это очень интересно. Слушая рассказы мастера, просыпается удивительное желание жить. Жить во всех смыслах этого слова, творить, вдохновляться, замечать то, что раньше было незаметно. В мастерской художника побывали Максим Гоголев, Арсен Степанов. Новый день. Якутск. Сегодня пройдет отчетно-выборная конференция Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И тема как раз приурочена к деятельности ВОО «ПИИК». Участием примут Андрей Вячеславович Кочетов, руководитель фестиваля исторической среды силами волонтеров и спонсоров Том Сойер Фест. И руководитель Департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия Николай Афанасьевич Макаров. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у вас сегодня насыщенный день, я так понимаю, планируется, да? Николай Афанасьевич, ну, расскажите на самом деле о мероприятиях, которые сегодня будут, и о тех людях, которые примут в них участие. В эти дни у нас действительно очень насыщенные стоят. В частности, в этих мероприятиях, о которых мы уже говорим, это конференция в ПИИК, форум волонтеров Якутии, мы постараемся консолидировать добровольцев, желающих людей, восстановить памятники, принять участие в тех или иных культурно-массовых мероприятиях на добровольческой основе, и чтобы они работали в одном русле. Для этого мы организовываем массу мероприятий, встреч, мастер-классы. Допустим, сегодня в музее «Моя история» будет проходить обширный форум. Ожидаем около 300 будущих волонтеров культуры со всей республики. Мы их зарегистрируем и призовем их на добрые дела и научим. Расскажете и покажете, как это делать, да? Андрей. Для этого мы пригласили наших гостей, в частности, Андрея Кочеткова. Андрей, вы у нас впервые? Да, впервые. Ну что ж, расскажите первые ваши впечатления, где еще побывали, где успели сходить? Успели побывать в нашем городе, оценить? Ну, вчера примерно полдня, наверное, удалось посмотреть что-то. Очень приятное впечатление производит на самом деле то, что город, несмотря на то, что может быть не такой густонаселенный, вот, но чувствуется движение, энергия. Она заряжает, конечно, и потрясающе, что люди в минус 17 градусов сидят и на качелях качаются. Я вам больше скажу, мы в минус 45 можем качаться, и мороженое есть. Да, и покушиваем мороженое. Андрей, ну вы основатель и идейный вдохновитель движения Том Сойер Фест. Такое интересное название отсылает к детским каким-то впечатлениям, вот все эти про озорника Тома истории. Что за название и в чем суть этого движения? Но дело в том, что история про Том Сойера — это самая известная в мировой культуре история про покраску деревянной поверхности. Да, давай-ка ты покрасишь мой уникальный забор и дашь мне еще за это яблоко, да? Или дохлую крысу, наверное. Вот. Ну и, собственно, у нас в Самаре тоже эта проблема, конечно, деревянной архитектуре, как по всей России, стоит. И сначала мы просто как журналисты, как активисты хотели что-то сделать, и сначала мы просто хотели покрасить. Что вы хотели? Ну, мы убрать, хотели снести, привести в порядок. Привести в порядок. В первую очередь мы хотели покрасить просто старые деревянные дома, чтобы показать, как это красиво. Но потом увязли во всем этом, и технологии усложняются. И сейчас фестиваль уже в 40 городах России. В прошлом году прошел даже в Киргизии. Вот. И там разные команды, но в некоторых уже дошло дело до того, что даже коммуникации стали до домов подводить. То есть как будто вы их реставрируете, по сути же, да? Можно в какой-то степени это реставрацией назвать, ремонт фасадов, случается ремонт кровель, водоотведение. В общем, тут стоит начать, и хочется сделать больше.
Сюда вы прибыли на конференцию, да, по охране и культуры, в общем, да, и памятников. Расскажите, какие есть задачи перед волонтерами, как вы думаете? Я думаю, что задачи надо не волонтерам ставить, а волонтеры должны ставить задачи. Кому Даже они их так. должны ставить? Дело в том, что добровольцы, активисты, они зачастую вот могут таким экспериментальным образом пытаться решить какие-то проблемы, которые, может быть, не очевидны, в том числе и государству. И у государства все-таки находится в таких рамках разных целевых программ, законодательства. Волонтеры могут какие-то попробировать новые практики и вносить в том числе и коррективы законодательства. Например, Ну, то есть, получается, из народа к руководству, да, Да. по сути? Вот эти 40 городов, которые приняли участие уже в Том Сойер Фест, как бы в этом движении, а что изменилось в этих городах? Что было сделано? Ну, вообще сейчас по России 87 домов отремонтировано в разных городах, но надо понимать, что в каждом городе Том Сойер Фест, он очень к разным эффектам приводит. Например, вот небольшой город Бузулук в Оренбургской области, он вообще себя не осознал как исторический, при том, что у них огромное количество деревянного модерна уникального, именно архитектура модерна в дереве, что не очень типично, потому что обычно это каменная архитектура. И благодаря вот тому, что они там сделали 3 дома, и постоянно туда стали приезжать из Европы волонтеры, например. И просто Они взглянули на себя с другой стороны. Да, и сами жители уже просто по-другому стали смотреть на свой город. Когда раньше они считали, что в этом городе ничего нет, и смотреть там нечего. А сейчас они сами гордятся и в соцсетях пишут, что у нас же деревянный модерн. А как вот выбираете именно здание? Да, по какому принципу? Бывает, что деревянного фонда много. Ну, во-первых, мы стараемся браться за такие здания, где нет очень серьезных проблем, которые мы не можем решить. То есть там что-то косметически покрасить, а за ним стоит ужасная гнилая стена. Нет Мы смысла, таким да? стараемся, не заниматься. А то, что мы сами можем действительно решить, если там нормально все с конструктивом, если мы же все-таки работаем, опять же, за спонсорские деньги, мы стараемся, у нас и краудфандинг, мы собираем деньги, и у нас есть коммерческие партнеры, самые разные. И нужно понимать, что наш бюджет, мы Должен быть оправдан. даже не до конца знаем, какой он будет. То есть мы сначала стараемся обещать малое, но если появляются дополнительные средства, то мы более глубокую и детальную работу проводим со зданием. Николай, ну вот у нас в Якутске что можно было бы сохранить? С нашими коллегами из ВАПИК отмечаем то, что наш проект «Сохраним памятники», запущен в прошлом году, и Том Сойер Фест очень много общего. И поэтому ведем разговоры, чтобы в 2021 году Том Сойер Фест начать у нас в республике. И тогда мы стали бы участниками фактически уже международного проекта, поскольку Том Сойер Фест, он признан еще и в ЮНЕСКО. Его отметили в ЮНЕСКО, поэтому нам очень важно консолидироваться силы и работать. Тем более опыт у нас накапливается. В этом году еще будет больше памятников. И думаю, что в ряде встреч с Андреем Вячеславовичем и нашими коллегами мы придем к единому мнению, что очень важно для нашей деятельности. Ага, ну и напоследок ваши пожелания. Да, Андрей, что нашим телезрителям пожелаете? Ну, телезрителям я бы хотел пожелать того, чтобы в вашем городе, в вашей республике все-таки сохранилось хоть в какой-то мере наследие, потому что это действительно большая беда по всей стране и в мире в целом. Это большая проблема. Я надеюсь, что это останется у вас сокровищем. Большое спасибо, большое, что пришли. Друзья, действительно, иногда мы не замечаем красоту рядом с нами. Не Что ж, переключайтесь. Да, не переключайтесь. Что ж, еще раз доброе утро, наши телезрители. С вами программа «Новый день». Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. И у нас одно сообщение. Доброе утро. С днем рождения поздравляем сестру Постникову Александру Николаевну из Татинского улуса. Желаем здоровья, как якутский алмаз, счастья, любви и удачи во всем. Целуем и обнимаем. СНП, да, с наилучшими пожеланиями. То есть родные сестры из Кобяйского Татинского улуса. Вот такие теплые слова для Александры Николаевны. И программа «Новый день» тоже к вам присоединяется, дорогие родственники. Желаем хорошего дня. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие хорошие новости для нас приготовила служба новостей.
Здравствуйте. В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Президент России Владимир Путин провел в Кремле очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны. Все они носят серьезный и содержательный характер, сказал президент во время заседания. Так, например, глава государства подчеркнул, что полностью согласен с поправкой, касающейся права Конституционного суда оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных институтов. По словам президента, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела. При этом Владимир Путин сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений. Ну и, наконец, по поводу ограничений для высших должностных лиц иметь или не иметь в данном случае, как вы предлагаете, скажем, какие-то активы за рубежом, включая банковские счета. Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор. Хочет он иметь какие-то активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которые могут, эти связанности могут налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации. Поэтому я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства. Запрет продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, установлен на всей территории Якутии. С такой инициативой ранее выступил глава республики Айсен Николаев. В первом, во втором и в окончательном чтении законопроект поддержали депутаты Госсобрания Илтумен. Документ разработан в целях защиты здоровья несовершеннолетних от инновационных никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака. За нарушение этого закона предусмотрен штраф от 3 до 50 тысяч рублей. Мы на острие всегда должны быть. Наши активисты же уже проводили и сейчас еще будут проводить. Сейчас уже будет закон. Понимаете? Одно дело ходить и указывать грязно, да, не имея на то права. И другое дело, мы можем приходить и говорить, что вы нарушаете закон, принимать меры. И вот еще раз говорю, это все направлено, чтобы защитить здоровье наших детей. Между тем, депутаты Илтумен внесли изменения в закон, касающиеся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь в многоквартирных домах им будут отводить до 25% квартир. Исключением станут дома с 10 и менее квартирами. Закон также не будет действовать в населенных пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. По инициативе регионального правительства увеличен и верхний предел предоставляемой жилой площади. Если ранее площадь квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не превышала 38 квадратных метров, то сегодня этот предел возрастет до 44 квадратных метров. В России продолжаются мероприятия, посвященные подготовке празднования Великой Победы. В эти дни в Москве официально запустили общенациональную акцию-конкурс народных видеороликов под названием «Я горжусь». По его условиям любой человек может снять видео, посвященное подвигам своих родных и близких в Великой Отечественной войне. В основе должна быть семейная история. Это могут быть рассказы не только про боевые действия, но и про жизнь в тылу, про детей войны, например, блокадников. Снимать можно и на телефон. Также разрешается использовать фотографии из семейного архива, фронтовые вещи, письма или показывать места сражений, боевых захоронений. Первые примеры работ уже доступны на сайте ягоржусь.рф, где и нужно опубликовать свои ролики хронометражом от 3 до 5 минут. У каждого человека в нашей стране есть такие истории, есть потрясающие истории о том, как люди выжили, как они боролись, как они страдали. И мне всегда казалось, что народ за 75 лет у нас так и не выговорился, не рассказал еще какую-то очень теплую, важную свою личную семейную историю. И вот так родилась эта идея.
Спартакиаду по зимним видам спорта открыли в столице республики. Сами соревнования пройдут в 3 городах – Алдане, Нерюнгри и Якутске. Продлятся они до 12 апреля. Участники из 23 районов поборются за награды в 7 видах спорта – шорт-трек, хоккей, сноуборд, северное многоборье, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи и спортивное ориентирование. Первые состязания в дисциплине шорт-трек пройдут уже сегодня. Мы принимаем не первый раз участие, да, но в этом году наш Алданский район постарался полную сделать команду, полную, да, там, допустим, экипировка, все купили, все сделали, мы попытаемся выступить достойно на этой спартакиаде, на настоящих шорт-трековских коньках, будем так говорить. Подготовили 6 человек у нас, 2 юноши, юниорка, девушка, женщина и 2 мужчины будут бегать, 2 юниора. Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Что ж, спасибо нашим коллегам из информационной службы. Следующая тема разговора – как правильно заниматься спортом без вреда для сердца. И у нас в гостях Александра Семенова, врач-кардиолог Республиканской больницы номер 2. Александра, доброе утро. Ну, вы прямо в теме, у вас самые актуальные и свежие новости. Да. Якутяне как часто болеют заболеваниями сердца и кто в группе риска? Ну, по статистике Всемирного организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место. Ну и, конечно же, Якутия это не отстает, к сожалению. И привержены люди, которые не занимаются спортом, не следят за собой, которые кушают все, что хотят, не контролируют свой дневной баланс и килокалорий. Это все факторы риска, которые приводят. Также и употребление табака тоже может быть. И все эти факторы риска в течение всей жизни ведут к тому, что в среднем возрасте у человека появляется гипертоническая болезнь, сахарный диабет, повышение уровня холестерина крови. Также, приводит естественно, каким-то проблемам сердца. Да. А как противостоять болезни? Да. Противостоять болезни, это, конечно же, ликвидировать эти факторы риска. То, что нам говорят со школьных лет, ведите здоровый образ жизни. Но почему-то для населения здоровый образ жизни это заканчивается тем, что я не курю и не пью. И все хорошо, да? Все, и я здоровый человек. Но на самом деле на этом тема не заканчивается. Это вечные споры, что кушать, когда кушать, от чего отказаться. И человеку очень сложно отказаться от своих каких-то привычек. Конечно. И, конечно же, это закладывается должно именно с самого раннего детства. Например, сейчас, если сказать то, что, возьмем семью, папа, мама, ребенок. Если папа, мама кушают, не знаю, суши, пиццу каждый день, жареное. Не и стоит мама, ждать, что и мама ребенок такая: будет. у меня же ребенок, давайте я буду печь ему торты каждый день, пирожки, все жареное, пареное. Александра, это же святое, это же мамина любовь. Да, но проявлять его нужно не каждый день, а для этого есть суббота-воскресенье, чтобы сбалансированно питаться. Всю неделю питались как-то так строго, а субботу-воскресенье немножко можно и такое слово есть хитрое, чит-мил или как-то. Да, расслабимся в воскресенье. У меня все-таки вопрос. Если в среднем возрасте ты себя всегда чувствовал здоровым, молодцем, как говорится, вел здоровый образ жизни, вроде и пешком хожу, каким звоночком своего организма стоит прислушаться, что может натолкнуть на мысль, что что-то не в порядке с сердцем, и какие, может быть, анализы, какие процедуры пройти, чтобы убедиться, что хотя бы все хорошо? Сейчас здравоохранение более, пошло на профилактику. Поэтому у нас есть ежегодные медосмотры, которые нужно проходить. Не лениться. Не лениться, проходить. Это нужно не для государства, а для самого человека, чтобы в динамике посмотреть, что у меня, какие у меня проблемы, может быть, или наоборот, нужно просто хорошо. по сообщению от поликлиники туда подойти. Конечно, подойти, и это нужно для человека.
а не для Спорт, государства. Максим, Да, давай. и, Вот да, я и подойдем к нашей основной теме, как начать заниматься спортом, чтобы не навредить сердцу. Да, а то с фанатизмом как начнем, а Да, потом вот болячки именно, потому вылезут. что чрезмерные занятия спортом без контроля тренера или без контроля кого-либо, анализов даже, можно сказать, или вообще, если человек не слушает свой организм, то это может тоже привести к каким-либо заболеваниям сердца, и поэтому это Конечно. очень опасно. Вот. Ну, конечно же, нужно начать с того, чтобы поднять пятую точку с дивана, пойти к холодильнику и посмотреть, И выкинуть все торты. какой у меня рацион дня. Вот. И, конечно же, первым делом нужно снизить углеводы. Все, что, как бы мы ни пытались всем говорить, снижайте углеводы, потребление быстрых углеводов, это у нас хлеб, хлебобулочные, И вот человек почувствует то, что когда вот он отказывается от этих пагубных продуктов, и он думает, что я не смогу жить без этого. Это просто запрограммирование. Без этого можно жить. И очень даже хорошо чувствовать легкость. И поэтому можно заменять эти продукты более кашами. Есть очень много сайтов, которые подскажут, как правильно питаться. Очень, да. На YouTube есть каналы специализированные, там даже врачи сидят, и эндокринологи. Заниматься кардионагрузками. Да. И тем более для... Да, если пожилой возраст. Да, людей Для старшего пожилого возраста. возраста есть, конечно, кардионагрузка, она вообще создана для того, чтобы укреплять сердечно-сосудистую систему и дыхательную систему. И поэтому кардионагрузка, она подразумевается на несколько подвидов. Это может быть плавание, бег. То есть более щадящее. щадящее. Да, более щадящее. Скандинавская ходьба к тому же. И просто нужно все-таки начать с ходьбы, с прогулки. Если человек вообще никогда ничем не занимался, хотя бы добавить себе физическую нагрузку. То есть пусть поднимается по лестнице до этого, и потом так. И приседания, мне кажется, 15 секунд. делать. Скажите нашим телезрителям про кроссфит, очень важный момент. Кроссфит. Конечно же, в кроссфит нужно подходить уже подготовленным человеком, и поэтому, это не вредно, просто нужно заниматься с тренером и все сбалансированно делать. Быть уже подготовленным. Да, Огромная уже быть такая у подготовленным. нас тема. Да, большое спасибо. большое. Хорошо. Друзья, следите за здоровьем. Да, и не переключайтесь. Да, мы вернемся после рекламы. Ну что ж, я считаю, что вы уже все проснулись, наверное, сидите за завтраком. Приятного вам аппетита. Да, друзья, если собираетесь выходить, то внимание к нашему экрану. Напомню вам, какая погода ждет вас сегодня. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем ожидается в центральных улусах -7, -13, в заречных -9, -19, в южных -9 градусов, в Вилюйских -7, -12, в Нижнеленских -15, -18, в западной группе улусов -6, -8, в Калмендигирских -13, -24, в Янских улусах -11, -15, на северо-западе -11, -17. В Якутске в 6 утра температура воздуха -15 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду, днем ожидается -9, -11. Да, друзья, действительно потеплело. Ну и сейчас вакансии для настоящих трудоголиков. Внимание на экран. Так. В фирме «Колмар» требуется заместитель директора по материально-техническому снабжению, экономист по труду, гидрогеолог подземный, маркшейдер подземный, сметчик, ведущий специалист контрольно-ревизионного управления. Достойный уровень заработной платы, полный социальный пакет по всем вопросам. Обращаться по телефону 7 41147 97 179 и сотовый номер 8 924 879 76 32. Также в организацию «Колмар» требуется инженер АСУ-ТП, механик на обогатительную фабрику, начальник смены на обогатительную фабрику, инженер по комплектации, ведущий инженер-технолог подземный, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный,
электрослесарь, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по КПА, наладчик КПА, водитель погрузчика, кузнец на молотах и прессах, резчик металла на ножницах и прессах, аппаратчик по приготовлению реагентов. Достойнейший уровень заработной платы, полный социальный пакет. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 7411 47 97 179, сотовый номер 8 924 879 76 32 и 8 924 877 33 17. Обязательно подходите, но если вы трудоголик и собираетесь заработать Хорошие деньги. обращайтесь в фирму Колмар. Да, друзья, но мы продолжаем наш эфир. Мы уже объявляли, что в этом сезоне программа НВК Саха запустила проект. Мы собираем видео, ваши видео с исполнением песни «Катюша». Что нужно для этого? Нужно собраться группой от 10 человек, снять то, как вы исполняете всеми любимую военную песню и отправить нам на электронную почту утро НВК Саха @mail.ru, либо отправить нам прямо в личку директа Инстаграма и смотреть нашу программу внимательно. Давайте сейчас посмотрим на экран, у нас есть очередные участники. Месяц февраль почти позади, а значит, пришло время рассказать о киноновинках, которые выйдут на экраны в оставшиеся дни последнего зимнего месяца. Как провести их интенсивно и какие фильмы помогут скрасить ваш досуг, рассказывает в рубрике «Киноафиша». Постановил, мистер Уолтер Макмиллан приговаривается к смертной казни на электрическом стуле. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру фильма, основанного на реальных событиях. Судебная драма «Просто помиловать» расскажет историю судебного дела афроамериканца Уолтера Макмиллана, приговоренного к смертной казни за якобы совершенное им убийство. Адвокат Брайан Стивенсон вызвался защищать его в суде, даже несмотря на то, что Макмиллану нечем было оплатить его услуги. В ходе изучения дела Стивенсон узнает, что его подзащитного обвинили на основании противоречивых сведений, предоставленных ненадежным источникам. Он попытается добиться пересмотра дела, однако те, кого устроил исходный приговор, не торопятся принимать к сведению очевидные доказательства невиновности Макмиллана. Твоя жизнь бесценна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать им забрать ее. Иду. Да, кажется, вы ошиблись дверью. Если вам нравятся смелые крышесносные боевики, то комедийный экшен пушки Акимбо, судя по трейлеру, может предложить вам кое-что интересное. Такие дела. Да, ты прав. Звучит стремнее некуда. По сюжету персонаж Дэниела Рэдклиффа Майлз работает программистом в крупной IT-компании и занимается разработкой видеоигр. Однажды он становится участником опасной онлайн-игры, в которой нужно бороться за выживание. Выбора у него нет. Его бывшая возлюбленная, которой он все еще питает нежные чувства, похищена. И только он может ее спасти. Для этого ему предстоит сразиться с самой сильной участницей проекта – Самарой Уивинг, которую еще никому не удавалось победить. Это конец! Все закончится, когда я скажу.
Я бы так не делал на твоем месте. Просто рожу себе попортишь и все. И все равно будет паршиво. Даже еще больше, чем было с такой-то Харри. Долго мы не виделись. Долго. Очень долго, да. Поклонникам нестандартных инди-ужастиков стоит обратить внимание на триллер-хоррор «Иди к папочке». В этой ленте Элайджа Вуд отправится в гости к своему папаше и внезапно откроет страшные стороны его и, раз уж на то пошло, своей личности. 30-летний Норвал Гринвуд внезапно получает письмо от своего отца, который давно исчез из его жизни. Тот зовет сына в гости, и Норвал, недолго думая, принимает его приглашение. Так он проделывает долгий путь и обнаруживает отца в небольшом доме на берегу океана вдали от цивилизации. Но вместо радости от воссоединения с близким человеком главного героя ждут страшные открытия. Кто знает, мы можем стать лучшими друзьями. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. У нас есть прям шикарные новости. В эти дни состоится и проходит битва журналистов и блогеров в Якутии. И об этом мы поговорим с нашими гостями. Это Николай Борисов, специальный корреспондент ЕСЯ, и Игорь Савинов, журналист. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, как появилась идея придумать такую битву журналистов и блогеров? Спасибо. Ну, во-первых, буквально 2-3 года назад все люди ушли в интернет, в соцсети, в мессенджеры, в другие ресурсы. И появилась такая прослойка общества, не знаю, как назвать, профессия, блогеры, да? Именно и тут же начались споры, кто круче, журналисты или блогеры. Некоторые говорят, что журналистика отомрет как профессия, хотя я не согласен с этим. Профессионалы, пишущие, снимающие, вот как вы, всегда еще лет 100 будут работать точно. Но поскольку споры идут, возникла идея, почему бы не организовать битву. И посмотреть, но да? в то же время это несет консолидирующее начало, потому что делить нам совершенно нечего. Мы все творческие люди, нами движет творчество. Оно нас вдохновляет, оно радует наших читателей, зрителей. Поэтому больше будет даже повышение мастерства, обмен опытом и никаких этих... И немножко хайпа, да? Но интрига будет, я вам обещаю. Николай, ну как будет битва проходить? Мы их бросим в огромную яму, зальем снегом. Грязью. И выживет самый сильнейший. На самом деле все будет динамично, надеюсь, будет интересно. Почему? Потому что есть острые политические вопросы, а также есть другие социальные сферы, которые мы, скорее всего, затронем с нашими товарищами, которые будут участвовать. А кто будет из блогеров и журналистов? Сколько человек? Какие известные имена? Блогеры это, ну вот, например, Артур М., известный фермер, да. Роман Амосов есть такой общественник. Дмитрий Михайлов, это вот популярный среди журналистов человек и среди зрителей, надеюсь. То есть это такой срез общества, даже можно сказать. На самом деле открывался прямой как бы призыв, чтобы принять участие. Любой житель Якутии, который считает себя блогером, мог принять в этом участие. Ну и те, кто выразили свои желания первыми. Самые решительные остались. Потому что у нас инертность какая-то есть все-таки в среде и блогеров, и журналистов. Интересный момент, кстати. А мы сможем ли? А мы что туда пойдем? Интернет-мир подразумевает быстрое реагирование. Да, позиция обычно блогеров, она, не проявляя инициативу, она больше на... Это называется вот так вот. Я сейчас скажу. Да. Я посмотрю и скажу. Да. А где можно посмотреть? Значит, это YouTube-канал есть у Сахамедиа. Сахамедиа — это один из информационных спонсоров и организаторов. Ну, мы не решили пока в записи, потому что будет 2 часа, чтобы не напрягать в укороченную версию. Может быть, 4 марта примерно пустим. На ЕСЯ, надеюсь, вот. Ну, естественно, следите за событиями на главном, надеюсь, все-таки информационном агентстве Республики Саха-Якутия ЕСЯ.ру. Хорошо, сейчас ребята, журналисты, блогеры, они уже в процессе вовлечены. Они чем сейчас занимаются? Готовятся к 4 часу? Фактически так. На данный момент мы собираем визитные карточки. Очень интересные моменты есть, особенно ваша коллега Екатерина. Да, Катюша Винокурова участвует. Да,
очень интересно. Это просто и динамика, и подача. Очень круто все. Также готовят другие. Ну, мы, значит, будем за вами следить, Да. будем следить за результатами. И болеть. И, конечно, друзья, болейте за нашу Катюшу. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну, и я надеюсь, что на следующей неделе не будет файта вот такого, но будет действительно какая-то консолидация и новые идеи. И кровь не прольется, как говорится. Друзья, русский блог с вами на сегодня прощается. Да. Передаем слово нашим коллегам из якутского блока. Так что... Мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. Сегодня просто прекрасная погода. И сегодня продолжает идти Масленица. Пусть все будет хорошо.